Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Вероника Тамтосова. С зарядом позитива и хорошего настроения сегодня прогуляемся по музею. Поговорим о том, какая новая удивительная экспозиция. Встретимся с интересными гостями обязательно. Сделаем утреннюю зарядку, куда же без нее. Поговорим, почему так важно улыбаться. Кстати, дарю вам улыбку, надеюсь, она нам принесет хорошее настроение. В общем, все это и еще много-много всего полезного, интересного, бодрого и, конечно, утреннего у нас на Якутия-24. Встречайте каждое утро вместе с нами. Ну, а если вы что-то пропустили, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, вы можете на него подписаться, перейти по ссылочке, которую видите на экранах, сейчас QR-код обязательно вам покажут, и целый день быть в курсе последних новостей. Мы будем дарить вам хорошее настроение и, конечно, дублировать те ролики, которые вы могли пропустить с полезной информацией, хорошим настроением, последними новостями, конечно, обязательно, ну и прогнозом погоды. Итак, кстати, о погоде. Это ведь так важно, когда меняется температура в осенний период. В центральных районах сегодня -2, -6, в столичной группе 4-8 градусов холода, в южной 6 градусов ниже 0. В Вилюйской группе -1, -6, в Нижнеленских 1-3 градуса холода, в западных -3, -7. В Колымо-Индигирской группе Улусов 1-8 градусов ниже 0, в Янских -12, -19. На северо-западе 2-4 градуса со знаком минус. В Якутске в 6 часов утра температура составила 4 градуса холода, атмосферное давление 743 мм ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, температура в столице днем 2-4 градуса тепла. Да, вот такая еще осенняя погода. Не забывайте, что на улице гололедица, очень скользко, будьте осторожны, потому что погода, конечно, еще радует, но тем не менее уже вот есть везде наледь. Будьте внимательны, особенно будьте внимательны к детям, к старшему поколению. Уходить нужно в чем-то удобным, комфортным и не скользким. Погода на сегодня обещает быть разной на территории нашей большой республики, но каким бы ни был день за окном, его основу мы закладываем прямо сейчас, утром. И чтобы эта основа была крепкой, полной силы позитива, предлагаю сделать первый и самый важный шаг – подарить своему телу легкость и бодрость. Пришло время для утренней зарядки. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу упражнение с миофасциальным роликом. В первом упражнении мы проработаем шейно-воротниковую зону, так как у людей в основном сидячий образ жизни и чаще всего здесь происходит застой. Для этого мы принимаем исходное положение лежа на спине. Наш ролик располагаем под шейным отделом. Делаем вдох, и на выдохе потихонечку мы выполняем повороты влево, вдох, вправо. Чувствуем, как наш ролик массажирует шейный отдел. Потихонечку, без резких движений. Упражнение очень эффективное, улучшает приток крови к головному мозгу. Выполняем таких 15 поворотов. Можно выполнить 3 подхода. Следующее упражнение мы проработаем зону грудного отдела. Для этого наш ролик выводим под грудной отдел. Ножки сгибаем в коленных суставах и делаем на них упор. Поднимаем слегка таз и начинаем прокатывать зону грудного отдела от шеи до середины позвонка. 8 повторений будет достаточно. Еще 4, 3, 2. Далее мы переходим на нижнюю часть корпуса. Начинаем прокатывать от ягодичной области до колена. Руками мы делаем хороший упор, делаем вдох и на выдохе начинаем перекатываться с помощью рук. Стараемся вес всего тела направить на рабочую ножку. Можно немножко добавить такие вращающие движения, то боком, то прям задней поверхностью прокрутить нашу ножку. Наш ролик располагаем перед собой. Ложимся передней поверхностью бедра на ролик.
Ручки в локтевых суставах согнуты. Делаем вдох и перемещаемся вперед с помощью рук. На выдохе назад. Вдох вперед, выдох назад. Важно здесь держать также мышцы пресса. Животик втянут. Ни в коем случае мы не прогибаем поясничный отдел. Прокатываем так 8 счетов. 8 раз. И далее отдыхаем. 4, 3, 2, 1. На этом наш комплекс МФР роликом подошел к концу. Мы, благодаря нашему ролику, улучшили кровообращение, а также расслабили наши мышцы. Всем хорошего дня! Всем большое спасибо, кто делал зарядку. Спасибо нашей Виктории за подаренную улыбку, хорошее настроение и очень хороший комплекс. Надеюсь, что вы взбодрились. Итак, доброго утра. И спешу сообщить, что сегодня 3 октября. Это не просто еще одна дата в календаре. Сегодня мы с трепетом и благодарностью поздравляем с профессиональным праздником людей, которые создают будущее, наших дорогих учителей. Спешим пожелать им здоровья, долгих лет и, конечно, благодарных учеников. Учитель – это профессия или призвание. В День учителя мы по традиции говорим о тех, кто выбрал самую благородную профессию – сиять и сеять разумное, доброе, вечное, чтобы быть примером для подражания. Но что стоит за этими высокими словами? За ними судьба. Сегодня наш сюжет об учителе с большой буквы. Я хочу вам показать свою трудовую книжку, которая была открыта, по сути, в 1973 году. Я закончила университет, историко-филологический факультет. И вот здесь запись о том, что я принята учителем в школу номер 12. 45 лет в педагогике, и все эти годы Людмила Владимировна Слепцова проработала в одной школе в селе Пригородное, близ Якутска. Вот эта школа, вот эта, в которой я работала последние свои 8 лет. А моя старая школа, в которой я начинала, деревянная одноэтажная школа, она находилась там, за поворотом, и сейчас ее уже нет. Городской девушке пришлось привыкать к непростому сельскому быту, но тогда Людмила, жаждущая работать, преодолевала трудности легко. Я вообще учителем всегда хотела быть с детства. Я вот вспоминаю, когда к нам, к родителям приходили гости с маленькими детьми. Эти маленькие дети все были на мне. Мне надо было их чем-то занять, накормить и так далее. Я была привычная, и я хотела быть учителем. Свои первые уроки наша героиня вспоминает в подробностях. И пришел директор школы, значит. Ну, я, конечно, поволновалась, но у меня был сказки тема была. И уже пластинка была, значит, проигрыватель. Вот я там немножко фрагмент послушали, какой-то потом обсуждали. И так что-то, зашумели, в общем, какой-то шорох, шум начался. У меня был карандаш, и я так легко постучала. Не то, что так вот, а легко так постучала по столу раза 2. И вот я помню, что Юрий Васильевич мне сказал: не надо так делать. Не постукивайте. Я до сих пор это помню и всегда это помнила. Молодая учительница усвоила первые уроки педагогического мастерства и нашла ключ к сердцам своих учеников. Не говори мне, пожалуйста, двоечники мои хорошие. Главное, не перепутать цветы детям, женщинам мороженое. Иди, я тебя обниму. Здравствуй, моя дорогая. Ой, спасибо большущее, спасибо. Вот и сегодня ее любимые ученики пришли поделиться с ней своими радостями и успехами. Тьфу, мое солнышко. Внучок, хорошо. И хотя Людмила Владимировна уже давно не работает в школе, в ее наставлениях и советах ученики нуждаются и сейчас. Сострадание, отличное чувство юмора. У нас очень много ярких воспоминаний с Людмилой Владимировной. Она очень заботливая, о каждом спросит, про каждого помнит. Обращалась с нами, как с детьми. И ты чувствуешь это тепло-то, которое исходит. Оно ложится тебе в голову, то, что тебе вкладывается.
И чувствуется, что человек готовится к тому, что он тебе будет нести, до тебя доносить, да? И она очень любит свою работу. Вот это однозначно. Это столько лет проработать в школе, это, человек без призвания, без любви, он этого не сможет сделать. Призвание и любовь к детям – главное для учителя, считает педагог с большим трудовым и жизненным стажем. Добрыми быть, справедливыми. Дети это ценят и любят. Доброту, справедливость, честность. Это самое главное. У каждого есть воспоминания о любимом учителе. Но счастье, когда на протяжении жизни их еще можно разделить с этим человеком. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Прекрасный сюжет, прекрасный учитель. Давайте вспомним все своих первых учителей. Я думаю, это прекрасные воспоминания. И если есть уникальная возможность еще до них добраться, позвонить, написать, то обязательно ей воспользуйтесь сегодня и поздравьте. Ведь это люди, которые сделали нас такими, какими мы есть. Ну а чем еще знаменательна сегодняшняя дата, по традиции расскажет наша постоянная рубрика. На календаре 3 октября. Сегодня Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. День ОМОН в России. По народному календарю Астафий Ветряк. На Руси святого Евстафия именовали ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. Потому как дует ветер, судили о погоде. Если с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы. Если в этот день тепло и летит паутина, значит снег выпадет еще не скоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов. Этот день в истории. В 1906 году утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как СОС. В 1945 году основана Всемирная федерация профсоюзов. А в 1952 году впервые в мире записано видеоизображение на магнитную ленту. В этот день родились Сергей Есенин, русский поэт; Армен Джигарханян, советский российский актер театра и кино, режиссер, педагог; Виктор Санеев, советский легкоатлет, трехкратный олимпийский чемпион; Александр Рогошкин, советский российский режиссер и сценарист, народный артист России; Валентина Рубцова, российская актриса; Алисия Викандер, актриса. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор. Вот такой у нас сегодня удивительный, интересный день. Ну а какими новостями мы спешим с вами поделиться, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Государственная комиссия «Вместе к победе» продолжает координировать помощь военнослужащим и их семьям. К отправке готовы 11 машин УАЗ и крупные адресные посылки. В честь Дня народного единства в зону СВО направят дополнительные продуктовые наборы местных производителей. 3-й год работает пункт приема помощи «Якутия с тобой». А в начале ноября ко Дню народного единства в республике пройдет 3-й антифашистский форум. Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасс открыт. В любое время жертводатель может узнать, каким образом используются средства, и наши реквизиты везде доступны. Мы готовы перед населением информировать о том, что проделано данным фондом, какие денежные средства собраны, сколько средств куда направлены. И в рамках открытости и взаимопомощи готовы работать дальше. В сентябре вторичный рынок недвижимости показал рост числа сделок на 7,5% по сравнению с августом. Это стало следствием июльского всплеска интереса к готовым квартирам. А в настоящее время из-за сдержанной позиции Центробанка по ключевой ставке наблюдается снижение интереса к покупкам на 3,5% по сравнению с августом. Одним из катализаторов активности приобретателей жилья стала семейная ипотека. Еще одним стимулом стал недавний анонс с повышением НДС. Также в сентябре вырос спрос на новостройки на 3-4% по сравнению с июлем и августом.
Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в 10 раз, если в России не начнут строить мусороперерабатывающие мощности. Так считают в российском экологическом операторе. В компании полагают, что в некоторых городах она может вырасти до абсолютно неподъемных для людей денег. Минпромторг же считает, что ставка экологического сбора, деньги от которого пойдут на новые мощности по переработке, уже завышена, и компании переплачивают за утилизацию своих товаров. В России празднуют 85-летие среднего профобразования. Знаменательное событие отметили в Якутске, где на базе Дома культуры имени Гагарина прошел масштабный СПО-фест и 10-й юбилейный конкурс «Мисс и мистер профессионального образования республики». На площадке в рамках праздника развернулись различные выставки, мастер-классы и выступления. Всего мероприятия собрали представителей 10 колледжей и техникумов Якутии и 5 социальных партнеров, организаций и учреждений. Как отметили организаторы, главная цель события – повысить престиж рабочей профессии и приобщить студентов к празднованию юбилея системы СПО. Прочувствовать атмосферу праздника, свою причастность к этой знаменательной дате 85-летия, которая сопряжена с историей всей нашей страны и с трагическими годами Великой Отечественной войны, и значимым вкладом в победу в Великой Отечественной войне, и всеми теми свершениями, которые проводились и в 70-е, и 80-е, и полет человека в космос. Арктический центр эпоса и искусств внедряет цифровые технологии в закупках. В Якутске подписано соглашение о сотрудничестве между одним из крупнейших культурных комплексов России – культурный кластер «Арктический центр эпоса и искусств» и якутской IT-компанией «Технологии закупок». Соглашение направлено на систематизацию и оптимизацию закупочных процедур, автоматизацию рутинных процессов и освобождает время для развития культурных проектов. Мы продолжаем тему интересных событий. С 4 октября по 7 декабря 2025 года в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия начинает работу для всех посетителей новая межрегиональная выставка «Недаром помнит вся Россия» из собраний Федерального государственного музея-заповедника «Бородинское поле». Строка стихотворения Лермонтова «Бородино» 1837 года бессмертного литературного памятника положена в основу названия выставки, призванной познакомить якутян с событийной стороной и с частью подлинных музейных предметов славного времени начала XIX столетия из коллекции Бородинского музея-заповедника, одного из старейших музеев в мире, основанного на поле битвы императором Николаем I в 1839 году. Сегодня у нас в гостях директор музея-заповедника Игорь Валерьевич Корнеев. Доброе утро. Доброе утро. Игорь Валерьевич, нам удалось сразу затронуть тему. Вообще, как сформировалась выставка? Вот именно такое интересное название, да, «Недаром помнит вся Россия». Это, правда, бессмертные строки, которые знакомы нам всем с детства, да, еще со школьной скамьи. И вот чем она особенна, эта выставка? Особенно тем, что она поехала в Якутию. Музей делает много выставок. В среднем в год у нас 27 выездных проектов. 4 крупные считаются. Так вот, в этом году у нас Якутия, Бурятия, Екатеринбург. Сегодня же открывается выставка в Екатеринбурге. И 4-я, забыл. В общем, 4 выставки больших. И они выезжают по просьбам региона. В прошлом году мы с Владой Владиславовной встретились. Мы все знакомы с директором музея вашего художественного. И договорились на музейных маршрутов России. Есть такие у нас мероприятия глобальные, министерские. И вот она говорит: а можем мы сделать эту выставку в Якутии? Я говорю: да. Это, в принципе, то место, куда мы еще не ездили. И тут, наверное, очень важно, чтобы эта далекая история 812 года приехала в Якутию, в Бурятию, в Хабаровск, да. Мы были в Хабаровске уже. Поэтому мы здесь. И формировалась она, в общем-то, есть база, но иногда регионы просят: а может добавить и это? Есть якутский 42-й полк, да? На самом деле это не только там думаю, что это якутяне. Нет, было еще Петром I заложена такая традиция, что название воинских подразделений по регионам России. Якутии. Там были якутяне, вероятнее всего, но это просто было по региону сформирован под названием региона полк. Поэтому тут как бы связи у нас особо нету. Но вот попросили добавить солдатиков Катмалинского. Музей-заповедник Бородинское поле, он
обладает огромной коллекцией солдатиков разных, там, и оловянных, и деревянных, и разных коллекционеров. В том году нам еще более 300 подарили. Вот, и вот была просьба добавить солдатиков. Я сегодня узнаю интригу, почему именно Космолинского, ну это из коллекции Космолинского, да, потому что некогда было узнавать, в поездках постоянно сюда прилетел из Владивостока. Да, ну это сложная процедура, но мы сделали. То есть вот мы выставки, как правило, сделаем под заказ региона. Вот будет в следующем году в Краснодаре, там попросили кавалерию. Ну, казаки, и там будет выставка завернута под кавалерию. То есть вот так формируется экспозиция вообще. Ну, то есть получается, что мы сейчас увидим уникальные предметы музейного фонда, который запросила именно республика. Да. Ну и да, хочется отметить, что ну, таких выставок мы стараемся делать в большинстве регионов настоящие выставки. Настоящие почему? То есть что такое настоящая выставка? Это фондовые предметы, это все оригинальные предметы. И то, что вы видите, и я знаю, какие будут вопросы, а почему они такие маленькие люди были? Потому что этим предметам, этим мундирам более 200 лет, они просто сели. Поэтому уникальность в этом есть тоже. Ну, получается, это подлинные экспонаты музейного фонда, да. которые, в принципе, в постоянной экспозиции не участвуют. Не участвуют, да. Они путешествуют по России. Дорогие друзья, ну, представляете, какая уникальная вообще возможность у нас увидеть те экспонаты, поэтому обязательно посетите. Вообще, расскажите немножко о истории музея, потому что сам музей, он уже имеет уникальное название, уникальное расположение и наверняка необычный фонд. Вы уже правильно сказали, когда нас презентовали. Музей один из старейших, созданных на полях сражений. Да, это самое кровопролитное сражение и сегодня, в общем-то, за 15 часов там убитыми и ранеными осталось, ну, как бы разные источники по-разному говорят, но средняя цифра, которую можно говорить уверенно, 100 тысяч человек осталось на этом поле навсегда. Николай I в 1830 году создал этот музей, установив центральный монумент батареи Раевского и сделал сторожку, где жили два инвалида, так называли ветеранов тогда, инвалиды, чтобы они охраняли, убирали, ну, понятно, ухаживали за этим монументом. На поле было очень много артефактов, они начали собирать, складывать. Был еще рядом станция Бородино, там, видимо, начальник станции Богданович тоже был очень увлеченный человек историей, собирал тоже большую коллекцию. И вот это дало начало музею. Тут они рассказывали. И вот из сторожки Николай I создал маленький музей, выкупил дворец, выкупил имение Дениса Давыдова, деда, прошлый, владел это дед Дениса Давыдова, и сделал путевой дворец. И там были все цари. И во дворце тоже существовала, так скажем, экспозиция. То есть цари не всегда приезжали. Поэтому, когда их не было, он насыщал некими предметами, все цари насыщали этот, и пускали туда людей, тоже был музей. Но основное, конечно, вот такое развитие музея началось с Николая II, когда вот столетие Бородинского сражения там достроили, когда, понимая, что уже музей сформирован, он приказал достроить музей, были пристроены еще помещения. И вот самое замечательное, что есть фотографии Прокутин-Горского 1911 года. Ничего себе. Цветные уже, да. И на станции Бородино он фотографирует то, что собирал начальник станции железнодорожной. И эти предметы мы сегодня видим в музее. То есть вот так формировался музей. Получается, сохранилась с тех времен эта экспозиция, и она, ну, то есть самой даже экспозиция она развивается, и предметная экспозиция, она меняется. А вот предметы, которые выставляются, конечно, 70 тысяч, больше 70 тысяч в музее хранит предметов в своих фондах. Но что такое, вот, на ваш взгляд, самое уникальное, что, может быть, не уникально, не столько уникально для мира, там, для музея, а вот вам показалось, имеет такую историческую ценность, потому что обладает историей? Стандартный вопрос, это буквально РБК недавно. Ну, это потому что это всегда интересно, что именно для человека, который руководит музеем. У директора есть всегда что-то любимое, но выделить в каждой экспозиции что-то, в каждой экспозиции, их 5. Хорошо, тогда в экспозиции, которая приехала в Якутию. В Якутию уже приехала. Ну, наверное, все-таки я мальчик, понимаете, мундиры. Они, ну, война, это война, но у нас, так как, ну, это такое, наверное, неправильное, может быть, ну, имеет право на жизнь, выражение, это последняя война, которая велась по рыцарским принципам, там, не добивали раненых, умереть в бою с достойным противником было верхом чести, уважали противника, и Лев Толстой это хорошо акцентировал и в своей романе «Война и мир». Так, ну, конечно, мундиры, они были красивые, ну, мальчик, да. У меня тоже есть служебный, если я пошел, когда такой предвид к детям выступать, да, но дети сами сегодня другие, их надо поймать на интересе
И я не буду скрывать, у меня я специально пошил мундир чиновника 812 года, и это работает. Я уже много лет выступаю перед детскими аудиториями и подростковым. Вот в Орлеонах есть, в разные детские учреждения, лагеря, да, в Артеке были. Когда я выхожу такой, ну, понятно, очень тяжело, они там всем там. В телефонах. Да, когда выходит человек в мундире того периода, вот чиновник, это такая уникальная тоже тема, такого, наверное, нет никого больше. Вот. И они все, и 45 минут они мои, я спокойно с ними разговариваю, они меня слышат. Поэтому вот форма это, да, ну, портреты, конечно же, я люблю живопись. Вчера с удовольствием в вашем музее художественном ходил. Конечно, некоторые вопросы, работы даже потрясли, то есть такое собрание, ну, честно, Якутия для нас... А вы что, первый раз в Якутии? Вопросы такие, я такой удивляюсь. Ну, понимаете, я из центральной полосы России так вот просто взял и слетал в Якутию, да. Почему? Конечно, первый раз. Спрашиваю, вы в Москве-то были? Многие говорят, нет, не были. Ну, так чего-то. Конечно, первый раз, конечно, восхищается, конечно, очень внимательно смотришь на все, и в музее. Для нас, как, ну, Якутск, да, ну, по телевизору знаю, там, Имикон, холод мира, там, полюс холода. Вот, и когда приезжаешь в этот музей, вот, национальный музей Якутии, я сейчас полечу в Дагестан, я знаю, что есть в фондах уникальнейшие вещи. То есть я вчера, честно, задал вопрос директору музея, а вам Третьяковка не завидует иногда? Потому что вот это вот удивительные предметы, которые неожиданно видишь в далеких регионах России, и это очень важно, и поэтому мы здесь, мы должны быть здесь тоже. Спасибо большое за такую высокую оценку нашего художественного музея. Спасибо, что привезли удивительную экспозицию, поделились эмоциями. Всегда приятно смотреть на людей, которые фанаты своего дела. И мы уверены, что с любовью вы создавали эту выставку для нас и с удовольствием ее посетим. Приезжайте обязательно еще, чтобы говорить, что вы уже были в Якутии. А вы приезжайте в Бородино. Обязательно. Дорогие друзья, для всех, кто, к сожалению, пока не может найти время посмотреть выставки наших музеев, мы предлагаем совершить прогулку по экспозиции прямо сейчас. Здравствуйте! В этом зале мы с бабушкой очень любим одну картину. Это произведение Ивана Попова «Теленок». Иван Васильевич Попов – первый народный и профессиональный художник Якутии. Он был не только художником, но и этнографом, археологом, фотографом и даже целителем. Его называли якутским Леонардо. Он родился в семье священника в Тате, Отыкёле. Учился он в Якутской духовной семинарии. В Санкт-Петербурге он учился в мастерской художника Маковского. Иван Васильевич Попов очень любил рисовать природу, животных и жизнь якутского народа. На картине мы видим милого коричневого теленка со светлым пятнышком на лбу. Он стоит прямо и смотрит на нас, а вокруг густая зеленая трава. Иван Васильевич Попов нарисовал не просто животное, а передал его характер и настроение. И, кстати, этого самого теленка с картины можно увидеть в якутском фильме «Керани Көрбүт». Художник нарисовал его так живо, что он ожил даже в кино. Картина «Теленок» – это не просто рисунок, а часть истории, которая помогает нам представить, какой была жизнь более 100 лет назад. Приходите в музей. Здесь можно увидеть и другие известные картины Ивана Попова. Как нам сказали, там не только удивительные картины, но еще и потрясающая экспозиция в фонде. Поэтому с нетерпением ждем новых выставок нашего художественного музея. Обязательно посетите, если найдете время. Но если нет ни одной свободной минутки, постоянно нужно куда-то бежать, а так хочется начать день с чашечки кофе и свежей газеты. Ну, с чашечкой кофе мы вам не поможем, только вдохнем вас в энергию. А вот анонс свежего выпуска смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. Он известный в республике музыкант, аранжировщик и звукорежиссер, а еще рокер и дельтапланерист. Он написал музыкальное сопровождение к церемониям игр «Дети Азии», «Эссе Халанху» и множество композиций для артистов театра эстрады. Но в последние годы увлекся классической музыкой, перешел работать в Госфилармонию и учится на композитора. Гостем нашего номера стал мультиинструменталист Евгений Тазетдинов.
где ученики становятся на время учителями и наоборот, где можно выучить английский, освоить кройку и шитье, а еще танцы, настольный теннис и многое-многое другое. И главное – реализовать свои мечты даже в почтенном возрасте. Ответы на эти вопросы вы узнаете в нашем специальном репортаже «Уроки для взрослых. Чему учат в школе 3-го возраста». Автомобильные пробки на улицах Якутска и толчея в общественном транспорте давно стали притчей во языцах горожан. Когда решатся транспортные проблемы столицы республики? И ведутся ли в городе платные парковки? Об этом читайте в материале газеты «Якутия». Медпункты вернулись в школы республики. Какие функции здравоохранения исполняют их сотрудники? Готовы ли они оказывать экстренную медицинскую помощь и куда обращаться за справкой заболевшему школьнику? Читайте об этом в нашем материале о школьной медицине. А еще в номере, как всегда, в новом выпуске занимательный сканворд и подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Проблему с наличием топлива в регионах решают в ручном режиме, рассказал вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что в целом ситуация контролируемая. По стране по топливу обеспечен баланс спроса и предложения. Кроме того, принято решение о продлении запрета на экспорт бензина для всех участников рынка до конца года, что позволит оставить топливо на внутреннем рынке. Запрет на экспорт топлива может стабилизировать цены на рынке. В Якутии действует система медико-социальной поддержки участников СВО и их семей. 2300 человек уже прошли реабилитацию, среди них 650 участников боевых действий. Помощь доступна не только самим военнослужащим, но и их близким, супругам и родителям. Дополнительно предусмотрено санаторно-курортное лечение и восстановительные программы в центрах Социального фонда России, оформить которые можно через региональное отделение фонда. В соответствии с федеральным законодательством для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции также есть возможность по федеральному закону получить санаторно-курортное лечение и проезд до данного санаторно-курортного лечения через социальный фонд Российской Федерации. Это для тех ветеранов боевых действий, которые имеют набор социальных услуг в натуральной форме. В Якутске отметили лучших педагогов в честь Дня учителя. Были вручены премии за верность и преданность профессии, а также отметили педагогов знаком отличия почетный наставник в сфере образования. Высоких наград удостоены учителя-предметники, а также педагоги дополнительного образования и специализированных школ. Всего награды различных уровней получили десятки педагогов, чей многолетний труд и преданность профессии внесли значительный вклад в развитие образования в Якутии. Я мечтала в детстве быть учителем именно биологии. И вспоминается, как я рисовала растения, подписывала их части, органы и так далее. Да? Мне никогда не было скучно в школе. Мне нравилось работать именно с детьми, потому что дети – это вот тот позитив, который подпитывает и учитель всю жизнь, как ребенок сам находится на их уровне, смотрит с их позиций, с их взглядов и живет творческой жизнью. Спортивному залу коррекционной школы-интерната для неслышащих присвоено имя заслуженного тренера России и Республики Бориса Федорова. С 1986 года он работал с детьми с нарушениями слуха, создал спортивные секции, воспитал чемпионов России и СССР. Благодаря его труду школа стала единственной в Якутии, где выросли 4 сурдлимпийца. На торжественной церемонии собрались коллеги, воспитанники, родственники и представители Министерства спорта. Был проведен обряд алгыс. Присвоение имени стало знаком уважения к его вкладу и поддержкой сурдолимпийского движения в республике. Сегодня в преддверии Дня учителя в школе присвоили имя заслуженного тренера Российской Федерации Бориса Прокопьевича Федорова. Но это не случайно, потому что Борис Прокопьевич был великим тренером паралимпийской и сурдолимпийских видах спорта. Его воспитанники стали победителями сурдолимпийских игр, как Сергей Николаев, призерами. Поэтому очень отрадно, что не забывают таких людей, которые сделали большой вклад в развитие спорта, большой вклад в развитие и воспитание наших детей.
Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Но от самых последних новостей мы спешим к самым актуальным советам. Поездка на машине из Якутска до Владивостока и обратно – настоящее путешествие для самых смелых. А если с вами двое несовершеннолетних детей, это еще проверка на прочность. Но наша героиня Тамара Карпович доказала, что нет ничего невозможного. Вместе с сыном и дочкой она преодолела 6000 километров и вернулась домой с массой впечатлений и бесценным опытом. Сегодня она делится своими советами со зрителями «Утра Якутии». Лайфхак для водителей. 2 года назад Тамара уже отважилась на смелое решение. Совершила автопробег от Якутска до Владивостока и обратно с 6-летней дочкой. В этом году в путешествие по тому же маршруту отправились втроем. К поездке Тамара подошла серьезно. Для начала составила чек-лист. Я думаю, никто не хочет получить сюрприз в виде поломки автомобиля на трассе, где нет ни связи, никто тебе не остановится, чтобы помочь. И до ближайшего населенного пункта 100 километров, поэтому обязательно самое главное и важное условие – это технически подготовленный автомобиль. Второе – это график движения, график остановок, график ночевок, где вы будете останавливаться, где вы будете спать, где вы будете есть. Все должно быть прописано хотя бы в голове. Ты должна понимать, через какое время ты будешь делать остановки, чтобы морально подготовить к этому детей. Очень классный лайфхак вообще для путешественников — снимать именно квартиры посуточно. Это выходит, если тем более вы едете большой семьей, это очень выгодно и очень удобно. А еще у меня есть такая чудо-сумка. По поводу перекусить, у меня есть волшебная моя сумочка, термосумка, где обязательно лежит молоко, кофе, сахар, детские завтраки. Что в основном дети едят по утрам? Какие-то хлопушки, которые быстро можно заварить. И так как мы ночевали в квартире, утром просыпались, я детям делала хлопья, готовила быстрый завтрак, себе заваривала кофе, мы завтракали и спокойно отправлялись в дорогу. Самый главный вопрос, волнующий всех родителей. Как же развлекать детей в долгой дороге? Я не из тех мам, которая будет затаривать машину раскрасками, книжками, всеми такими игрушками. Нет. Я знаю себя, я знаю своих детей, я честно смотрела правде в глаза. Я закачала очень много мультиков, закачала очень много игр, учитывая то, что в дороге нет интернета, нет связи. Дети развлекали себя сами. Большое спасибо моей дочке. Ей 8 лет, и в каких-то моментах она оказалась намного мудрее, чем я. И спокойнее, выносливее, потому что она развлекала брата как только могла, помогала мне очень сильно. Я не знаю, если бы ее не было, я бы точно, наверное, на полпути развернулась и уехала бы домой с сыном. Мама отвернулась на 2 секунды, поворачиваясь, у меня ребенок весь в мазуте, весь черный, вся одежда. Да, это вот как раз-таки на остановке. И вот тут уже начали сдавать мои нервы. Ко мне подошла Адалина и сказала: мам, возьми салфетки и вытри Давида. И поехали дальше. Я поняла, что у меня адекватный, здоровый, психически ребенок. У детей тут вообще лакшери. Мы приобрели им вот такой матрас. Возвращаясь к тому, что было в приоритете к этой поездке, на 3-е место я поставлю комфорт, создание комфорта именно для детей, потому что ты сидишь за рулем, ты сидишь спереди, у тебя комфорта никакого в принципе нет. Но детям, чтобы им было удобно ехать, ты должна создать для них комфорт. Пледы, подушки, одеяла какие-то. У нас была вся машина ими забита, но зато дети ехали с комфортом, они знали, что в любой момент они могут лечь поспать, что ничего им не мешает. Главный совет от Тамары – расслабиться и принять, что идеальной поездки не бывает. Будут капризы, будут пробки, усталость и непредвиденные погодные условия. Но когда видишь, как твои дети с восторгом смотрят на море, на пробегающих таежных животных, все эти трудности кажутся мелкими и просто забываются. Дети нас окрыляют, и мы готовы совершать огромные подвиги. Поэтому ради счастья детей, ради их улыбок. И надо вообще такие долгие поездки превращать в интересные путешествия. Узнавать много нового,
возможно, где-то прочитать заранее об этих местах, рассказывать детям. Дети вот были в этом предвкушении от путешествия, они прям горели этим, что мы едем в путешествие, мы едем к родным, да, они грезили этой встречей. Дети любят отдых, для них тоже важна перезагрузка, как и родителям. Поэтому берем и едем, ничего не боимся, доверяем своим детям, доверяем себе. Я поняла, какая они команда, что они вдвоем команда, и они могут все. И поддержать меня, и наругать меня, где надо, втык дать, и по голове погладить, успокоить меня, да? Было такое. А чё разрыдалась? Путешествие с детьми – это не испытание, а приключение и прекрасный способ стать ближе со своей семьей. Как показывает опыт Тамары, главное – это хорошая подготовка, правильный настрой и готовность открывать этот огромный мир вместе со своими маленькими попутчиками. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Якутск. Но вообще путешествие – это всегда заряд бодрости, впечатлений и море мгновений в копилку хороших воспоминаний. Не последнюю роль здесь играет знакомство с новыми местами и архитектурой городов, которая уникальна. А кто, как не профессионалы, строители, создают неповторимый архитектурный облик наших городов. И здорово, когда они идут в ногу со временем. 7 и 8 октября в Якутске пройдет форум «Молодой специалист. Строитель будущего». О главных задачах форума расскажет наш сегодняшний гость, министр строительства Республики Саха-Якутия Виктор Дмитриевич Романов. Виктор Дмитриевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще форум уже звучит громко, то есть молодой специалист, строитель будущего. То есть это такое объемное название в плане профессии, в плане вообще, что именно от них зависит наше будущее. Что будет на форуме? Форум, который у нас пройдет в Якутске 7-8 октября под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Он является не только республиканским, да, а всероссийским мероприятием. Он охватывает десятки тысяч человек, уже охватил. Республика у нас сегодня является субъектом, который будет проводить данное мероприятие. Форум проходил уже в 23 субъектах Российской Федерации, и вот наступила очередь нашего субъекта. И он объединяет прежде всего молодежь, которая имеет свежие идеи, перспективы развития, студентов, которые учатся и в будущем интересуются направлениями для трудоустройства, школьников, которые только присматриваются к своей специальности будущей, да, и, конечно, профессиональное сообщество, это работодатели, которые могут предложить свои какие-то варианты трудоустройства. Такой большой комплекс получается участников, да. Именно возрастной. Скажите, а вот правильно мы понимаем, что будут и приезжие гости, то есть участниками форума? Да, у нас этот вопрос координирует Центр компетенции образовательной деятельности Минстроя России. Делегация Минстроя, она приедет, и они полностью координируют эти площадки, круглые столы, мастер-классы. Мы со своей стороны предоставили необходимую площадку совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, да, основная площадка там. Объединяем образовательные учреждения, у нас среднее профессиональное образование, да, например, там Якутский коммунально-строительный техникум, промышленный техникум. И, соответственно, объединив эти все площадки, мы создали место, где молодежь, участники этих мероприятий могут получить ответы на свои вопросы на круглых столах. Это по тематическим этим направлениям. Также мастер-классы, уже визуально на руках показать, что как делается. Плюс экскурсии по строительным объектам и производственным объектам реально для участников, для школьников. Мы больше всего ориентировали экскурсии для школьников и студентов. И, соответственно, реальное общение с работодателями, профессиональным свое дело, которое сейчас занимается именно направлением строительства. Это не только, грубо говоря, само производство работ, да, а непосредственно начиная с архитектуры, инженерного обеспечения, непосредственно производство работ, производство строительных материалов. То есть все направления, связанные со строительством, они охвачены. Также хорошим
моментом, который вот преследует у нас, это участие федеральных организаций, Роскапстрой, Росстройконтроль. Эти организации федерального уровня, они на сегодня в республике тоже функционируют. У них задача как бы, контролировать ход строительства, и в некоторых объектах являются техническими заказчиками федеральных объектов, да, и, соответственно, они тоже смотрят из числа нашей молодежи, перспективных своих работников, которые могли бы дальше продолжать работу. Насколько сейчас вообще обеспечена кадровыми отрасль строительства и насколько она, можно сказать так, обеспечена профессиональными знаниями в области новых технологий? У нас объем строительства, он ежегодно меняется, да, и это именно у нас является отличием по сравнению с другими отраслями. Если, допустим, сравнивать с промышленностью, да, то там как бы, планы добычи, например, там сформированы, штатная численность работников, специальность, все как бы четко по полочкам разложено, да, и у них задача только восполнить это. А в строительной отрасли у нас объем нестабильный, да, из года в год то подъем, то упадок, да, соответственно, проблема о том, чтобы эффективно на долгосрочной перспективе спланировать объем строительства, он как бы, такой, задача сложная, да, и, соответственно, прогнозировать потребности и обеспеченность трудовыми ресурсами очень сложная задача. Но, тем не менее, мы как бы этим вопросом занимаемся. Действующие меры, которые позволяют получить трудоустройство там, нашими подпрограммами и мероприятиями, там, работающие Якутия кадры, там, они все вот, как бы, помогают нам. Помимо этого у нас есть разработана программа. В прошлом году разработали по поручению главы обеспечение трудовыми ресурсами строительной отрасли до 30 года. Мы там закладываем основные подходы к формированию прогноза, да, потому что прогноз, как я сказал, очень сложная задача. При этом мы акцент делаем именно на увеличение количества местных кадров, замещение иностранной рабочей силы, но мы понимаем, что без иностранной рабочей силы мы все равно вот такой объем, который у нас есть, мы не сможем это делать, да, потому что у нас сезонность очень сильно влияет, потому что в пиковые моменты июль, август, сентябрь там требуется очень большое количество работников, потом оно идет на спад. Да, и, допустим, если мы говорим, что 100% замещение, то мы вот эти трудовые ресурсы потом не сможем обеспечить круглогодичным объемом работы. Потому что там летом больше, там зимой меньше. Но мы здесь все-таки разные подходы смотрим. Да, одной из таких вот у нас идей, которая при формировании бригад по отдельным направлениям может, как сказать, вторым образованием, например, тех же работников ЖКХ, которые зимой работают в котельных, летом мы можем предложить работу. Получается, именно такие специальности, которые на земле работают. Да. Потребность в иностранной рабочей силе, она все равно, как я сказал, имеется, и мы мониторим эту потребность, соответственно, из года в год эта численность, она порядка там 7, 8, 9 тысяч, она вот так вот варьируется, сильно не падает, сильно не поднимается, да, то есть как бы, но это говорит о стабильности развития отрасли. О стабильности, но мы очень активно сейчас вот, тоже продвигаем работу вот строительных студенческих отрядов, да, которые ежегодно выходят тысячами бойцов на разные объекты. В прошлом году, например, было привлечено 1200 студентов строительных отрядов. То есть это тоже доля, которая непосредственно летом, когда у студентов каникулы, они как бы работают на стройках, получая уже практические знания. То есть, получается, замещение именно молодежи, оно происходит очень большое. То есть это и новые специалисты, которые пойдут в высококвалифицированные кадры, это специалисты, которые будут совместителями, да, как второй профессии, и, получается, это строительные отряды, которые уже могут попробовать свои силы, потому что строительные отряды же формируются, я так понимаю, не только из студентов строительных факультетов, но и из всех студентов, да, которые могут потом переквалифицироваться и как второй специальность. Да. Ну вот на форуме конкретно что там
такого инновационного будет разбираться? То есть мы понимаем, что у нас развитие строительной отрасли идет в ногу со временем, и тем более в Якутии, в таком сложном климатическом регионе, да, вы сказали, что вышел указ новый, да, о инновациях. Вот что на форуме ребята смогут для себя открыть, и особенно школьники, которые, может быть, не задумываются о том, что строительство тоже стало высокотехнологичным? Как я сказал, там много будет параллельных площадок, круглых столов, но одни из некоторых, это в большинстве случаев, это кадровые вопросы, да, то есть будет презентация, например, как я сказал, вот коллег из Роскапстроя, Росстройконтроля о том, что как можно продвинуть карьерную, да, лестницу для молодого специалиста, для того, чтобы сформировать и практический опыт, и теоретический опыт. Также будут площадки, связанные с автоматизацией инженерных систем, которые, ну, потому что у нас вот в наших условиях инженерные системы являются самыми важными элементами для функционирования зданий и сооружений. И будут рассказывать как раз-таки связанные с новыми технологиями, передача данных, потребление ресурсов, как это все происходит. Ну и разных вот форумов связано, там 25 шагов, это вот что нужно сделать для того, чтобы получить достойную работу в строительной отрасли и стать хорошим специалистом, востребованным на рынке строительной отрасли. Помимо этого мы вот мастер-классы будем показывать, да, то есть уже как на практике, да, как на практике ребята могут уже в каких-то элементах строительных работ, либо там определение там теплопроводности, да, защита от тепловой защиты зданий и так далее. То есть как бы все вот эти вот элементы в виде мастер-классов будут показывать участникам этого проекта. Ну и экскурсии. Экскурсии — это когда мы показываем объекты. Мы здесь вот охватываем, как я сказал, и строительную часть, и инженерную часть, поэтому мы ребятам будем показывать и реально строящиеся объекты, применяемые технологии для строительства. Параллельно будем показывать и функционирующие объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Уникальная да, возможность, да. Вот немножко время сокращается, поэтому сразу... Как вот сейчас у кого-то появилось огромное желание посетить форум, да? Напоминаем, что он пройдет 7-8 октября. Есть возможность подать заявку, где-то посмотреть на сайте? У нас площадка открытая, то есть на базе, вот еще рассказал, этот Северо-Восточного федерального университета, там соответствующая регистрация на входе будет. При этом для тех, кто смотрит поиск работы, у нас вот интересной площадкой будет ярмарка вакансий, где работодатели будут предлагать свои вакансии, и любой желающий может посетить, задать вопросы или там получить контакты для того, чтобы в будущем общаться с работодателями. Спасибо большое, Виктор Дмитриевич. Очень интересный рассказ. Я уверена, что все ребята, которые услышали, которые хотят связать свою, получается, жизнь с строительством, задуматься о том, что 7-8 октября у вас есть уникальная возможность и попрактиковаться, и посмотреть, и познакомиться, и, возможно, сделать выбор в пользу специальности. Дорогие друзья, ну, на этом мы с вами прощаемся, завершаем нашу рабочую неделю. Никуда от вас не уходим, выходные тоже будем дарить хорошее настроение. Все, что не успели сегодня посмотреть, обязательно посмотрите. Ну и до новых встреч. Начинайте утро вместе с нами, с «Утра Якутии». Ну а завершаем, как всегда, музыкальной композицией.
Thank you.